В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Федеральная программа «Земский учитель» является одним из механизмов решения проблемы дефицита педагогических кадров. Программа предполагает выплату 2 миллионов рублей педагогам, приезжающим на работу в сельские школы, рабочие поселки, поселки городского типа, а также малые города. О том, как федеральная программа реализуется у нас в республике, мы сегодня и поговорим. Гостья у нас в студии Дианида Абрамова, руководитель Центра повышения профессионального мастерства Института развития образования и повышения квалификации. Дианида Гавриловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, расскажите нам, пожалуйста, с какого года реализуется в республике у нас программа, федеральная программа «Земский учитель»? Федеральная программа «Земский учитель» реализуется, как и по всей России, в нашей республике 2020 года. И вот федеральная программа была запущена в ноябре 2019 года по распоряжению правительства Российской Федерации, и были внесены изменения в государственную программу регионов. И, как вы уже сказали, учителя, переехавшие в поселки и города с населением менее 50 тысяч человек, получает в Дальневосточном округе 2 миллиона рублей. Ну, конечно, эта программа решает проблему дефицита педагогических кадров. А сколько земских учителей работает сейчас в республике и откуда приехали, особенно в каких улусах республики? Ну, в настоящее время работает в республике 81 земский учитель в 35 районах нашей республики. Из них, среди них 73 женщины и 8 педагогов мужчин. Но отрадно заметить, что 14 из них являются молодыми педагогами в возрасте до 35 лет. Ну, большинство, то есть 48 человек, приехали из разных регионов нашей страны. Например, республики Алтая, Башкортостана, Бурятии, Тывы. Кроме того, и других областей, Новосибирской области, Хабаровского края, Воронежской области, Ханты-Мансийского округа. Вот почти со всех регионов России приехали к нам работать. Даже учителям. интересно, как я думала, местные больше всего интересуются. Ну вот квота по регионам определяется Министерством просвещения Российской Федерации. А какая работа уже дальше проделывается? Ну, вот сначала, конечно, спускается квота по регионам. Да? Вот в первый год, в 2020 году, квота была 19 человек. А затем в 2021 году 16, в 2022 году 15, в 2023 году самое наибольшее количество было 22 человека, в 2024 17. И вот в 2025 году квота 11 человек. Вот как только квота утверждается, Министерством образования и науки нашей республики собираются заявки от органов местной власти. За подписью главы образовательной организации направляют заявки. Да? И здесь после рассмотрения этих заявок, насколько долго существует вакансия, да, утверждается вакансии школы, куда могут поехать учителя. И затем уже вот перечень вакансий утверждается приказом Министерства образования и науки нашей республики, размещается на сайте, и вот с этого времени уже можем собирать заявки на участие в конкурсе. Вот, ну, например, в настоящее время, да, у нас наибольшее количество учителей математики не хватало, поэтому 22 земских учителя работают нынче в наших республиках, по 15 учителей русского языка, литературы, химии, биологии, физики, 5 учителей физики, 4 учителя математики и физики и так далее. Ну, вот, учителя начальных классов, английского языка, 10 учителей, да, история обществознания. В этом году у нас вот 11 человек, и, конечно же, мы заявили на учителей математики в основном, так, основных предметов. И следует сказать, что собираются сейчас заявки, 150 заявок подано, но документы получены только на 33 вакансий. Там совершенно нет заявок, например, на учителя математики в Верхневельбийской средней школе,
Аймеконской школе. То есть вакансии собираются, вернее, заявки собираются, документы собираются до 15 апреля. Времени совершенно остается мало, поэтому мы ждем, чтобы заявки были поданы, да, от учителей. Ну и, конечно, дальнейшая работа ведется оператором нашим институтом. Значит, вот мы собираем заявки, документы, да, потом конкурсной комиссии передаются материалы для экспертизы, и конкурсная комиссия уже решает по критериям отбора, каких учителей, вернее, баллы ставят учителям, и, значит, выявляются победители среди них. Ну, конечно же, очень интересно и важно, наверное, озвучить условия участия в данной программе. Ну, условия, значит, ограничивается возрастом 55 лет. Далее, ну, желание работать в сельской местности и желание переехать в местности. Ну, вот эти требования. И, конечно же, образование, среднее, специальное или высшее образование. Ну, и дополнительный критерий – это педагогический стаж и категория. И также, если при равенстве баллов учитывается также результаты работы, непрерывность работы в одном учреждении, да? Вот, исходя из этих критериев, выставляется рейтинг учителей. Вот я хотела бы заметить еще, что вот есть желающие, например, в сельской местности не хватает учителей, да? Но вот в этой же местности есть учитель, который хочет подать, допустим, на земского учителя, но это не разрешается, потому что значит, земским учителем должен быть тот, кто живет от предполагаемого места, да, вакансии в школе на расстоянии 200 километров, да? То есть он не должен работать в той же организации и стать земским учителем в этой же организации. И вот в этом году, в 2024 году внесены изменения в указ, да, и сейчас в конкурсе могут принять участие студенты среднего профессионального образования и высшего образования. То есть студенты-выпускники? Да, да. Вот сейчас они могут подать документы, и для них устанавливается срок. Если, допустим, учителя, да, должны подать документы, уже значит, подписать договор тогда до 15 июня, то для них срок устанавливается до 5 июля. То есть возможность молодым выпускникам вузов среднего профессионального образования стать земским учителем предоставляется. Ну, действительно, очень хорошее такое новшество, нужное, да, думаю, для молодых специалистов и опыта набраться. Да. Но вот интересно, насколько часто подают заявки люди, скажем так, преклонного возраста, ну, до 55 лет? Насколько часто? Когда рассматриваются документы, да, в основном, конечно, людей в возрасте бывает не очень много, потому что им, конечно, сложно переезжать в другое место, да, поэтому большинство, конечно, люди среднего возраста, а так молодых, конечно, тоже где-то 30%, наверное, заявок, документы подаются на земского учителя. Ну вот мы ждем, возможно, в этом году будут выпускники университета, педагогических колледжей нашей республики. Мы, конечно, уже немножко затронули эту тему, но все же хотелось бы немножко поподробнее, пообширнее. В этом году какие школы ждут земских учителей? Вот мы озвучили Аймеконский, Верхневилюйский, возможно, Арктические районы также. Какие школы, да? Петропавловская школа ждет учителя начальных классов. Ну вот на эту вакансию подано уже 11 документов, да? Средняя школа Алдана ждет учителя математики, всего одна заявка на эту школу есть. Вот я говорила, что Верхневилюйская школа имени Барахова ждет тоже учителя математики. Есть пока 8 заявок, но документы еще не поданы, поэтому ждем. В Мирнинском районе, в школе номер 19 поселка Удачный, ждут учителя русского языка. 4 документа подано, да. В средней школе номер 7 поселка Чурма Нерингринского района учителя математики и физики ждут. Пока документов тоже нету, хотя есть 8 заявок. В Нюрбинском районе, в Чапандинской средней школе ждут учителя русского языка и литературы, 3 документа есть. И в Оленёкской средней школе ждут учителя химии, к сожалению, 3 документа подано. И в Татинском Татинской средней школе ждут учителя физики и информатики.
3 документа подано, и в Хаяхсыцкой школе Чуравчинского района ждут учителя русского языка и литературы, и 6 документов подано. Ну вот видите, что основные предметы, да? Но здесь преимущество отдается, конечно, учителям, которые могут преподавать 2 предмета малокомплектно, да? Физику, математику, информатику, химию, биологию и так далее. Еще, наверное, стоит напомнить, до какого числа заявки принимаются? До 16 апреля, да, вы сказали? Документы, да? Да. До 15 апреля. До 15 Остается всего неделя, да? Да, всего неделя. Ну вот недавно прошел первый форум «Земский учитель». Расскажите об этом. Так, ну, получается так, что вот этот форум по России, наверное, первый, да? В других регионах, по-моему, земских учителей не собирали. Это была инициатива нашего института и учителей, проработавших уже 5 лет, то есть приехавших в 2020 году. Ну, программа была очень насыщенной. Основная цель была в том, чтобы показать, учителя же из разных регионов приехали, они вообще почти якутс не знают, да? Поэтому была задача показать общеобразовательные организации города Якутска, показать наших лучших учителей, стажировки организовать в школах, да? Ну и, конечно же, обсудить проблемы, которые существуют, да? Я думаю, что форум прошел очень хорошо. На встрече с министром образования и науки Нургуль Афанасьевной были, значит, были рассказаны проблемы какие, да, предложения были высказаны. И, значит, учителя рассказали о своей работе. Очень отрадно, что они работают качественно, да, повышают качество образования в сельских школах. И благодаря их вот такой творческой работе увеличивается количество, например, детей, которые выбирают для экзамена информатику, допустим, даже до 40, до 60 человек сдают в Алданской школе, допустим. Инициатива первых земских учителей – это выпуск книги. Это они сами собрали материалы, и все 18 человек, приехавших в 2020 году, здесь рассказали о своей работе. Книгу собрала Сыромятникова Анна Прокопьевна. Она переехала работать в Кобейскую школу из Вилюйского улуса, Самада, учитель математики. И вот, вообще вот земскими учителями очень довольны руководители школ, да, население, потому что они не ограничиваются предметной областью, да, принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях, создают условия, чтобы дети достигали каких-то успехов в научно-исследовательской деятельности. Да? Очень действительно интересно и, конечно же, плодотворно. Ну что ж, Дианида Гавриловна, спасибо, что вы уделили время и рассказали нам интересные такие моменты очень большого, крупного проекта. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.